Приветствую вас, друзья, на нашей постоянной рубрике «Факты есть». В социальных сетях появился новый вид информационной гибридной войны. Таджикская сторона использовала имена и фотографии реальных кыргызстанцев для того, чтобы распространять дезинформацию. Сейчас я вам покажу 5 фактов того, как таджики ведут фейк-аккаунты под именами кыргызстанских пользователей. Часть из них прикрывается реальными фамилиями известных кыргызских политиков. Пользователь Фейсбука под именем Тынчтыкбек Намазбаев опубликовал пост о том, чтобы Кыргызстан якобы первым начал военный конфликт на границе. На этом примере я покажу, как команда фактчекеров из Булак KG выявила, что этот аккаунт фейк. Первое. Пользователь употребил слово «Киргизистан». Кыргызстанцы никогда так не называют свою страну, а вот в социальных сетях и телеграм-каналах таджикского сегмента это слово можно часто увидеть. Второе. Пост фейк-пользователя комментируют и им делятся исключительно таджикские пользователи. И третье. Наконец нашелся реальный гражданин Кыргызстана под именем Тынчтыкбек Намазбаев, который на видео заявил, что не имеет никакого отношения к этому фейк-аккаунту. Урматтуу кыргызстандыктар, мен силерге кайрылуу жазайын дедим эле. Мен Намазбаев Тынчтыкбек Туратбекович. Мен аркаман бирөө кирип фейк аккаунт менен мен жоготуп ийген паспортумдун данные менен сүрөтүн коюп туура эмес маалыматтарды жиберип атыптыр соцсетке, Фейсбукка. Ошону айтып коеюн дедим эле, мен эмесмин деп. Ошол эмени баракчаны блоктогонго жардам берип койгула, пожаловаться деген разделге кирип ошол страницаны жаап таштайлы. При создании следующего фейкового аккаунта таджикская сторона использовала имя реального кыргызского экс-чиновника, экс-главы Жаңыджерского Аильского кеңеша Саатбека Эгембердиева. Но при этом таджикская сторона допустила орфографическую ошибку, написав вместо Эгембердиев Эгамбердиев. Этот фейковый аккаунт представился жителям кыргызского села Аксай и также обвинил Кыргызстан в развязывании военного конфликта. Точно такой пост от своего имени написал вышеупомянутый Тынчтыкбек Намазбаев, а также некий Кылычбек Назарбаев. О Назарбаеве мы расскажем позже. Текст, написанный фейковым аккаунтом, разлетелся в Facebook, а также в таджикских телеграм-каналах. При этом пользователи, которые занимались репостом, ставили подпись: «Внимание, смотрите, что говорит ваш земляк Киргиз». Позже реальный кыргызстанец Саатбек Эгембердиев также опроверг, что имеет отношение к этому фейковому аккаунту. Ал фейкке мен эч кандай тиешем жок. Мүмкүн бирөө мени каралоо максатында жасагандыр. Ал конфликт болгон жерде, ал жерде связь дагы жок да. Электричество жок, мобильный сеть иштебейт. Андай нерсе жасап болбойт. Эми бул билбейм кимге керек болгон. Пользователь под именем Кылычбек Назарбаев поставил на аватарку совместное фото президента Садыра Джапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Фото было поставлено 14 сентября, в день, когда начался военный конфликт. До этого все фотографии и публикации пользователя были напрямую связаны с Таджикистаном. Последний его пост был о заявлении, якобы сделанным депутатом Джогорку Кеңеша Адахана Мадумарова. Пост на 6 языках, и таджикский идет первым. В обращении также упоминается фамилия председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, причем фамилия написана на таджикский лад Тошиев. При создании следующего фейк-аккаунта было использовано имя и фамилия известного оппозиционного депутата парламента Адахана Мадумарова. Фейк был создан 3 месяца назад, 13 июня. В этот же день пользователь загрузил обложку, где изображен председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. У фейк-пользователя всего 17 друзей, 11 из них лица таджикской национальности. 18 сентября, в разгар военного конфликта, этот фейк-аккаунт опубликовал видео. На нем видно, как на земле лежит окровавленная женщина.
При этом фейк-пользователь утверждает, что это жертва кыргызского беспилотника Байрактар ТБ-2. В этом посте Кыргызстан обозначается словом Киргизия. Хватит называть Кыргызстан Киргизией. И снова все посты активно разлетелись в таджикском сегменте Фейсбука и Телеграм-пабликов. А это настоящая страничка на Фейсбуке депутата парламента Адахана Мадумарова, которую он ведет с 2015 года, и у него 35 тысяч подписчиков. В первый же день перестрелки, 14 сентября, в сети появился новый фейк-пользователь под именем Алмаз Джакыббеков. Вся его лента направлена на дискредитацию президента Кыргызстана Садыра Джапарова и главы ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбека Ташиева. Вероятно, до этого у этого фейк-аккаунта было другое имя, но если у пользователя поменять свое имя ума хватило, то стереть старые сообщения нет. В старых сообщениях пользователь обращается к гражданам Киргизии, вероятно, от имени таджикского народа. И снова для нас звучит непривычное слово Кыргызия. Потом И. Кыргызия. Да, Кыргызия, да. Вывод. Таджикистанская сторона активно использует кыргызские имена и фамилии известных кыргызстанских политиков для создания фейк-аккаунтов. Эти фейк-аккаунты распространяют следующую информацию. Первое. О том, что якобы пограничный конфликт первая начала кыргызская сторона. Второе. О том, что кыргызская сторона якобы интенсивно обстреливает мирную инфраструктуру Таджикистана. И третье. Информация направлена на дискредитацию высшего руководства страны, президента Садыра Джапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В последнем пункте, возможно, за таджикскими пользователями стоят более могущественные кукловоды. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду и говорят только фактами.